Мы абсолютно стопроцентное бюджетное учреждение и тратим очень много сил и энергии для того, чтобы на нас не было наговоров. Я не исключаю, что в этой жизни что-то может быть где-то, понимаете? Но ежели, скажем, были какие-то разговоры, просишь, дайте, вот подтвердите, все, сразу человек уходит в кусты. Значит, ежели человек, как условие для человека, который получает квоту, он должен быть обследован. Безусловно. Вот. Но они приезжают, я же еще раз хочу сказать, мы же прекрасно понимаем, благодаря этому уменьшается и зарплата врача, понимаете, все. Потому что мы делаем бесплатно компьютерный томограф, ангиокардиографию, даже позитронно-эмиссионные исследования, где себестоимость $1000. Мы вынуждены иногда сделать, потому что я не могу его взять на операцию. Как ты откажешь больному человеку, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас же очень модно писать, начиная от первого лица, понимаете, вот тебе, значит, всех обвиняют, это модное поветрие. Да. То есть достаточно, на самом деле, чтобы больной человек попался на глаза бригаде, которая его обследует и скажет: тебе вот туда, спасать жизнь. Да. И главное, чтобы человек не махнул рукой. Я так понимаю, к вам и в запущенном состоянии многие видят. Так вот я говорю, к нам очень много приезжает пациентов с так называемым африканским синдромом. Это европейцы придумали для жителей Африки, которые приезжают с предельно запущенным в отеках, там, знаете... Уже край. Уже край, да, вот. И это назвали африканским синдромом. Мы с этим, к сожалению, тоже встречаемся.